Июль 1978 года. Авария на 7-м километре Шурботинского тракта, недалеко от Ижевска. Погибли 3 человека – водитель и 2 пассажира. Среди них Флор Васильев, поэт, председатель Союза писателей Удмуртии, депутат Верховного Совета Автономной Республики. Случилось невероятное. Столкнулись их машина с грузовиком, который вез нам какие-то тяжелые вещи. Ижевске вон один кун километра марагне бутек. Фертен верашки зётен умме вошем шуиза водителя с лумбы тужаман винивала. Совет министров из газик валса УАЗик. И вот ты встречный помитас потом или с союзом мы вообще мама. Добре с марта начались верашка не знаю. И вот куня дямёс одик прах щуря своя бырныши. Обычно родители вспоминаешь, когда плохо или совсем плохо. Вот, а так понимаешь, что, допустим, может быть, даже еще хуже было, чем тебе. Вот, но практически все равно какие-то ощущения есть, что они постоянно с тобой. Сейчас с течением времени оно ведь все сильнее. Оно ведь не проходит. Ничто не может заглушить. И до сих пор. Вот. Горе вот осталось от Фаины, от Флора, теперь от Алексея. И это все усугубляется. Это все вот наслаивается одно на другое. И все невыносимо. Ничего в жизни не забывается. Время не лечит. Полвоштишки скенунал, шижимуй кечидас, чиданет, шук шунды кать шутбур тон понна, джутишки вздых улонин баме, шижим шур бамен ты со выжос, со чоз на шижим гурежес, со одной квоз, маял тоз чиняшкишка и гуэс, щет пилем кать кошкос куректон, со шижим шут быть сыдыр вьёс. Гуже место во что шижим пол, шумпотанно, шсакуно, улас! Флор Васильев родился в деревне Бердыши Ярского района 15 февраля 1934 года. Так считал он сам. По документам информация иная. Здравствуйте, Иван Алексеевич. Иван Алексеевич, отец Флора Васильева, по прошествии нескольких дней после рождения сына поехал засвидетельствовать это событие документально. Ребенка зарегистрировали, но датой рождения малыша записали день обращения отца в сельский совет, 19 февраля. Да и местом рождения указали деревню Удино. Ворске муртлы какыкать, Жадим яслы, валескать, джокач муртлы омыркать, Каз чертулы, ошмескать, вишищ ёслы эмюмкать, Шутем муртлы, джигнянькать, луэм поте, луэм поте, луэм поте.
Ну, я не считаю, что похож на отца. Вообще. Ни внешне, ни внутренне, наверное. Я уже постарше, кстати, стал. Перерос. Ну, вот мужские отцы очень часто либо очень строгие, либо очень такие мягонькие. Так, и как-то серединки такой нет. Но у меня ближе к такой деспотии, такой суровой, человечище. Вот. Ну, гонял, естественно, нас всех, молодняк-то. Так что порки были, как обычно. В угол, да, регулярно. Ежедневно, практически. Так что это нормальное явление, в общем-то. Я уж не помню, задело там, не задело, в углу стоял. Вот, ну, про пароли задело, это да. Я полез по пожарной лестнице, по наружной, вот, на 5-й этаж. Я добрался до 5-го этажа, вот. А у меня друг жил на 5-м этаже, и он ел как раз, пил молоко или что-то, я не знаю. Я отцепился от этой лестницы, ну, держался рукой, ногой, а рукой постучал, так вот, оттянулся и постучал по подоконнику. Он меня увидел, в окно-то парит. Давай, говорит, уходи вроде, иди назад. Я оттянулся назад, вот, и спустился вниз. А там уже ждал отец. Вот тогда я получил торжественную порку, хорошую. Флор Васильев и сам был любопытным и любознательным ребенком. Недалеко от Бердышей, у деревни Дусыково, на крутом берегу реки Моя, стояла огромная одинокая сосна. Для местных жителей она была священным деревом. К ней даже не подходили без особой надобности. Но если решался кто на какой-либо дерзкий поступок, дерево отвечало неисчислимыми бедствиями. Как сосна уцелела в буре? Почему выросла именно здесь? И почему одна? Почему рядом ничего не растет, и даже трава? Ответы на эти вопросы Флор Васильев начал искать подростком. Он был любопытным ребенком. Его, малыша, занимала букашка на земле и муравей, такой крохотный и воинственный, снежинка на ладошке, дым колом над трубой в морозы. Он, сын учителя, рано пристрастился к книгам. В 6-7 лет он читал наизусть стихи и удмуртских, и русских авторов. Но для мальчишки мир открылся и с другой стороны. Шла война. Дедушку забрали на фронт, он там был сельским учителем, но несмотря, что он некому было детей учить, его все равно забрали на фронт. Вот он воевал. И они очень трудно жили, потому что ну, это вечный голод, мне кажется, там. Я даже представить такой, ну, наше поколение уже такое не представит. Для них картошка печеная была, льняное масло, это до самой старости, мне кажется, мама это деликатес, это потому что была, видимо, такая редкость, наверное. Флор как раз только тогда зима развал, как раз и самый деликатес увалил здесь. И он уже мязно, сейчас вал шемарнес колес, тин письмо я петучком к шемаротин война, ну лону что за война. Школьные годы Флора Васильева прошли в селе Укан. Поэт вспоминал о заслуженной двойке, единственной за всю школьную жизнь, и о том, как в ответ стал ловить солнечных зайчиков на уроке. Мальчишка не был наказан, учительница была мудрым человеком. Флор Васильев впоследствии признавался, что за это озорство ему долгое время было очень стыдно. Первый ученица сон, вот это точка тоже, что переляз, первый класс ученику. Что пикир джутамун, ма пивашкуно,
все пил вера. Вот эти кары. Все, и туда пивал, не все переклад синку шивал я, потому что не кинуться вера, не кинуть дышаться, все артист. А она явил, а та явил, война явил. Все, ческисто, огняс. Окончив 7 классов, Флор Васильев приезжает в Глазов, сдает вступительные экзамены в педучилище. Это потом Глазов станет для него родным. А тогда 14-летний подросток боялся заблудиться на улицах большого, как ему казалось, города. Хотя Глазов конца 40-х годов был тихим, уютным уголком, сплошь деревянным. Низкие бревенчатые домики, дощатые тротуары вдоль улиц, деревянный мост через Чепцу. Завершив учебу в педучилище, Флор Васильев поступает в Глазовский пединститут. Он был разносторонним. Вот. Кому-то ничего, а кому-то все дано, говорят. Он поэт, это признанный. Он играл на скрипке прекрасно. А что касается на мандолине, дома, обычно первую партию вел. Играл в оркестре, будучи студентом института и не тот педучилища. И прекрасные вещи играли, сложные. Мы с ним в одном ансамбле играли на скрипке. Моя мать приезжала и говорила: слушай, сынок, а у тебя получается что-то хуже, чем у Флора. Известен был он как студент-спортсмен. Он был председателем ученического спортивного общества, тогда был буревестник. Судейское спортивное общество. Бегал, прыгал. Кроме того, он прекрасно рисовал. Флор Васильев был редактором рукописного журнала пединститута «Пудыч-Кужин. Растущая сила». Сам лично оформлял обложку, заглавие журнала. Знакомые Флора Васильева отмечали его стремительную походку. Он должен был успеть везде. Особенно вспоминали манеру чтения, его голос, интонацию, улыбку. А еще пухлые карманы брюк, набитые рукописями стихов. Посмотрим музен, но ёстиос дердо комсомоле, едет ясли чурес комсомолен, со стартовой площадка Улоне. У него была вельветовая куртка. И это брюки, это шаровары. Так, весной, когда здесь карман был. 2 кармана. Вот, сидишь, бывало, на лекции, вроде слушает, и тут же вдруг берет карандаш, чаще всего карандашом писал, лист бумаги и начинает писать. Посидит, вроде, опять-таки, внедряться в учебный процесс и снова переключается. Берет первый лист, скомкает и в карман. А дома в Бердышах 2 братьев и сестра. В послевоенные годы поддержки, денег от родителей никто и не ждал. Трудности были и в питании, и в одежде. Так. Вот, искали вместе. Он больше отшучивался. Когда денег не бывало, надо было находить, а как выкручиваться. И знаете, и меня он приучил было тогда. Значит, мы отправляли в Удмуртское радио заметки, сообщения о новостях. И выискивали их,
Мурко же вылем джокер. Шиньо саттына. Мына баймыл кыды содырышен. Шудоуши кать кырджаны кускис. Вот он считай. Хуже мне мактай. Соку капчи бурдьос кать ворскизы. Молло вашкони вайобыш музен. А скожа дырчелектит. Ой дожом был ты. Улонну налью сыно выльмизы. Шиньо сам кетон шадит. Улон эдотын. Кыче учкис, жорам. Кыче учкис. Он был уже не тем мальчишкой, который в первый раз приехал в большой, как ему казалось, город. Глазов стал для него родным, он стал городом его первой любви. Именно здесь он повстречал ту, которая стала ему другом, женой, матерью его сына. Все, кто видел их рядом, говорили, что они очень подходят друг другу. И по характеру добрые, приветливые, какие-то светлые. Она была рыжая совершенно. Вот, она вся была в веснушках, вот прям усыпана веснушками, да? Вот. И все это ей очень шло. Ты цветешь, как рожь. Неумело и застенчиво, писал Флор о ней. Вот. Очень шло к ней это. Вот. И она была очень порывистая, подвижная, неугомонная, ну такая же, как Флор. Вот. Как говорится, два сапога пара, две туфельки одинаковые. Вот. Вот так же, чтобы наш, имеется в виду ребенок, домой никогда не возвращался, что все время где-нибудь пропадал. Устраивает тебя? Меня так вполне. 57-й год. У меня еще в проекте даже быть не могло. Сейчас 59-го. Или 58-й, может быть. Непонятный год. Письма отца к ней остались. Еще до моего рождения. Свадьба была в этом здании, студенческая. Она была первой студенческой свадьбой. Вот. Вскоре родился сын Сергей. Жили они вот здесь, в Лазареве, в трехкомнатную квартиру, занимали угловую комнату. Я прекрасно представляю эту комнату ихнюю. Вот Сергей еще ползал. Вот на стене была картина Рыболов, подаренная преподавателем на день свадьбы. Флор и Фаина Васильева не мешали друг другу, дополняли. Флор Васильев, так же, как и раньше, легко брался за все новое. Он хотел все испробовать сам. Ему было мало быть председателем добровольного спортивного общества, играть на мандолине и скрипке в оркестре, быть режиссером самодеятельного театра. Он взял на себя груз работы секретаря комитета комсомола института, затем Глазовского горкома комсомола. Он не будет жалеть себя и в Ижевске. Многие после трагедии скажут: сердце не выдержало. Это будет потом. Впереди еще 19 лет жизни. Всего 19 лет.